Хроника тюркско-татарских государств. Рассвет, упадок, возрождение. В книге рассматриваются причины появления, расцвета и гибели тюрко-татарских государств. Сделана попытка выявления основных фаз исторических процессов на евразийском пространстве. Дан краткий обзор многочисленных тюркских государств с древнейших времен до сегодняшнего дня. Глава 1. Рождение Великой Степи. Номадизм как цивилизация. Для понимания исторических процессов важно взглянуть на Великую Степь как единое пространство. Здесь можно использовать подход Фернана Броделя, примененный им по отношению к Средиземному морю. Он рассматривает морское и близлежащее пространство как территорию особой цивилизации, объединенной не только морем, но и сходным хозяйством. Средиземноморская цивилизация, естественно, включала сушу вплоть до границ, пригодных для выращивания виноградников и оливковых рощ. Степь – открытое пространство, как и море. Она окружена горами и лесами, подобно Средиземному морю. Они жизненно важны, ибо горы дают металл, а лес – дерево. Основа степи – пастбища, пригодные для выпаса скота и коней. Колесницы с шатрами в чем-то напоминают корабли, беспрепятственно передвигающиеся с востока на запад. Кочевничество, писал Лев Гумилев, это явление мирового масштаба, существовавшее около 3 тысячелетий. Возникло оно как способ приспособления человека к изменившейся природной обстановке и точно по тем же причинам на наших глазах исчезает. Конец цитаты. В определенный период истории, точнее в первом тысячелетии до нашей эры, связанные с глобальными климатическими изменениями, некоторые племена переходят к кочевому или полукочевому образу жизни. Но те же климатические изменения ограничивают исторический срок кочевой культуры. Это не значит, что номадизм не оставил после себя никакого наследия. Во-первых, он при своем существовании повлиял на мировую культуру, построение государств, соединение Востока и Запада. Во-вторых, он после себя оставил мировосприятие, сохраняющее свое значение и в наши дни. Номадизм как цивилизация требует своего подхода к изучению истории Евразии. Европейская методология историография не во всем адекватно описывает причины и ход событий в Великой Степи. Петр Савицкий писал Льву Гумилеву: «Дело в том, что я глубоко уверен в коренной провинциальности понятия Средневековья. Действительно, для западной половины Римской империи Британия, Галлия, Италия, Испания, Северная Африка и, пожалуй, еще для прилегавших к ней частей Германии, понятие перехода от древности к средневековью имеет реальное значение. Но и только. К истории Евразии в нашем смысле этого слова оно не имеет ни малейшего касательства. История Евразии течет широким потоком, совсем не определяясь этими гранями. Скифы, сарматы, аланы, гуны, тюрки, тугу, авары, хазары, печенеги, половцы, монголы – все это единый поток. Здесь нет никаких признаков перелома. Конец цитаты. Этот поток предопределил характер Евразии не только в средние века по европейской периодизации, но и повлиял в более поздние времена на общественные процессы, по крайней мере у татар. Существует предвзятый взгляд на кочевой мир как недоразвитую культуру, живущую исключительно за счет грабежа земледельческих оседлых народов. Исходя этого тезиса, Томас Барфельд выстроил целую теорию о грабительском характере кочевых империй. Народы, жившие исключительно за счет добычи, действительно существовали, но нельзя все кочевые народы относить к этой категории.
Совершенно неверно принимать грабеж как смысл и предназначение кочевой культуры. Это вовсе не самоочевидно. Из неверной посылки делают ложные выводы. Прежде чем получать дань с какой-то территории, кочевники должны были организовать машину войны, причем сравнимую по силе с соседними государствами. Нельзя было Китай с мощной экономикой, государственной структурой и хорошо вооруженной армией принудить платить дань мелкими уколами на границах и тем более победить Поднебесную с помощью степных разбойников. До того, как напасть на Китай, надо было создать боеспособную армию, а значит иметь организованное население, которое могло бы прокормить сотни тысяч воинов. Кочевые империи не могли строиться за счет эксплуатации оседлых народов. Основой их экономики было скотоводство, коневодство, торговля. Охрана угодий нуждалась в стройной системе властных отношений. Все войны и великие переселения народов объясняются переделом и поиском пастбищ, а не погоней за данью. В эпоху раннего Средневековья степь не была самодостаточной, а потому часто вела войны с Китаем не столько для получения дани, сколько ради свободной торговли. Кстати, в средние века оседлые, их почему-то называют цивилизованными, народы вовсе не гнушались набегами для получения дани. В то время способность обложить кого-то данью считалась подвигом и достоинством. Весьма привлекательная на первый взгляд теория Барфельда оказывается искусственной конструкцией. При этом автор выводит Золотую Орду за рамки своего исследования, как пример, не укладывающийся в его конструкцию. Но истинность любой теории проверяется как раз на исключениях, которые она должна объяснять, а не отторгать. Золотая Орда в некотором смысле вершина кочевой цивилизации, но для ее процветания громадную роль играла торговля, причем основной статьей экспорта было зерно, что говорит о значении земледелия. В Золотой Орде были построены сотни городов и морских портов. Это совсем не напоминает Великую степь. Самое любопытное в этом сюжете то, что золотоордынская цивилизация, несмотря на рост оседлого населения, сохраняла номадическую ментальность. Более того, элементы этой ментальности остаются частью даже современного, весьма европеизированного татарского сознания. Жиль Делез и Феликс Гваттари в работе «Трактат о номадологии. Машина войны» выступает против эволюционистского представления, когда кочевое общество рассматривается как предшествующее оседлой, как недоразвитая культура. Они кочевничество рассматривают как особую организацию жизни и способ мышления в условиях степной зоны, связанную с сохранением жизненно важных пастбищ, для чего необходимы были перекочевки. Скотоводство не давало больших богатств, хотя и позволяло безбедно существовать. Для экспансии кочевникам недостаточно было просто пасти скот. Нужна была новая система соединения человека, животных и средств передвижения. Иначе говоря, скот, конь, телега и человек соединялись в такой комбинации, сборки по терминологии Делеза и Гваттари, которая позволяла перемещаться большим массам людей на дальние расстояния. В отличие от оседлой жизни, где энергия заключена в массе и привязана к земле как средство жизнеобеспечения, у кочевников к массе добавлялась энергия скорости, мобильности, гибкости. Скот обеспечивал человека пищей, средством передвижения, войлоком для юрты и обуви, кожей для одежды, седла и сбруи. Все названные факторы являются необходимыми условиями существования кочевой жизни как самостоятельного феномена. Они показывают, что кочевник мог существовать без грабежа и получения дани.
Конец выпуска. Продолжение следует. Давамы бар.